3, 2, 1. Ребята, всем привет! Наконец-то я решился утеплить машину. Сегодня у нас потепление, где-то 36 градусов, 35. Ну, в общем, тепло стало у нас в Якутии, наконец-то. Я решил утеплить машину. Для чего? В прошлом году, в это время, в январе, впервые, когда она приехала, мы начали утеплять ее, батарею. В то время у меня вообще не было в голове, как ее утеплить, для чего утеплить. У меня была только одна информация, что машина может ездить до минус 25 градусов. То есть я думал, батарея, значит, тоже, если минус 25 она охладится до минус 25, она перестанет ездить. Например, я не знал то, что большая ли разница, когда батарея находится в 0 градусов, да, грубо говоря, и минус 15. То есть я вот этой разницы вообще не знал, и как бы просто кабелем греющим сделал, как все делают, да, пенофольчиком просто прикрыл, ничего не заскочевало, как ванночку не делал, просто вот как бы как есть, так и сделал. Короче, у меня даже отсюда можно увидеть провода, как они тут лежат. Все тепло просто выдувается. Провод у меня всего лишь 165 ватт, это в 5 раз меньше, чем потребляет мой компьютер, да. И получается то, что у меня очень мало тепла остается. То есть иногда даже в минус 55-60 я выезжал, у меня температура показывала минус 16 градусов. Сейчас, наверное, покажу скрин. То есть для меня было нормально это 15 градусов, 10 градусов, когда я выезжаю. Минус 10 градусов. Батарея у меня всегда была. Соответственно, я проезжал немного, да. Ну и мне не надо было каждый день проезжать там по 50, по 60. Я проезжал сколько мне надо. Это от 20 до 40 километров в день. И примерно 3 часа я ездил. Да? То есть 3 часа я ездил, мне хватало вот по моей нужде. Вот в нашем городе Якутске мне этого хватает. Все, это понятно, да? Другой момент. Сейчас, в этом году я купил Наташу, ну, портативное одеяло китайское, там за 7 тысяч или за 6 тысяч я купил. Один раз его накрыл, и о чудо, я увидел то, что у меня температура батареи показывает не минус 10, а там минус 5. То есть разница в 5 градусов. И я начал проезжать, ну то есть, когда ставил машину, да, проезжал эти свои километраж обычный, да, там, у меня оставалось еще 30-40%. Так, ребята, еще раз. Получается, чтобы вы поняли, да, то есть, чтобы я тоже сам понял, в прошлом году я вообще об этом не знал, в течение года этого не знал. Вот только когда я купил Наташу и увидел, что когда у меня температура батареи примерно там минус 5 и 0, да, я проезжаю гораздо больше. Не так. Просто взять и сох увеличить. Увеличить сох я хочу. Говорят, что вот в минус 30, да, 35 это возможно, она может даже дойти до 100%, вот этот сох, и будет больше 15 киловатт у меня влазить. Сейчас у меня на данный момент заморозилось осенью сох показания минус 66,6% соха. Сейчас и у меня влазит также 15 киловатт, который хватало у меня летом на 130 километров. Сейчас я, может быть, если получится, разгоню, и мы посмотрим в течение месяца, увеличится ли у меня сох наконец-то или нет. То есть чем выше температура батареи, тем лучше для увеличения соха. Я ни разу этого не делал, потому что у меня выше нуля никогда зимой не поднималась температура батареи, потому что у меня там все открыто. Наверное, на видео сейчас мы поедем на автоподъемник и покажу, как это и что это и почему, как у меня сделано было и как делать не надо. Но в то время, когда я делал, я вообще не знал, что надо ли это делать. Понимаете? Go! Почему так жестко и не веет, интересно, здесь? Так, ребята, вот как мы утеплили в прошлом году, чтобы вы понимали, да? Ничего не
приклеивали, просто вот так пенофол сверху заклеили и все. То есть, конечно же, все тепло у нас уходило в никуда, просто в мороз минус 50. Сразу все тепло у нас выдувалось. Сейчас мы будем это проклеивать. Но самое, знаете, что, когда делаете такую работу, это когда обратно эти клипсы ставите. Они, блин, почему-то везде где-то клипсу запихали, а где-то болт. То есть мы когда ставили, мы большую часть времени потратили на то, чтобы узнать, там болт или клипса. Так, ребята, мы в прошлом году вот так вот утеплили, то есть у меня вот видно идет кабель, да. За год с ним ничего не произошло, видите, ничего не отошло. Но какой у нас был косяк? Вот этот пенофол, он просто так лежал, то есть все тепло вот из этого кабеля уходило в никуда. Сейчас мы будем все это очищать и прямо вот так проклеивать, прямо кусочками, сделаем максимально как сможем. Плюс еще добавим сюда 7 метров кабеля на 150 ватт. Мы пока демонтируем болт. Обязательно надо учитывать то, что надо писать лучше. Болт, клипса. Потом при монтаже будет очень сложно понять, какое отверстие под что идет. Что еще осталось? Бля, тут же тоже есть. Они тоже такие же? Как ты выдернул-то? Фу, бля. Уши песок. А говорил, перчатки не надо. Там чисто, да? Чисто же? Считай, летний песок. Так, в прошлом году проклеили, как видим, за год ничего не произошло. То есть как заклеили в прошлом году, да? Вот чуть-чуть, ну эти места, понятно, они тут под натяжением стоят. Но вот где проклеили именно, там все окей. То есть мы видим, что сейчас, по крайней мере, я вижу, меньше всего утеплено спереди, да? Сейчас мы пойдем дополнительно еще раз пройдемся вот так. Вот так пройдемся как-то побольше, короче, и все. То есть мы видим, что 13-метровый кабель вообще не подошел. То есть, ну, тут можно даже смело 19-метровый кабель впихивать. То есть его хватит на всю длину. Так, ребята, мы будем клеить, как в прошлом году, такой же алюминиевой клейкой лентой, да, то есть они бывают за дешманские, за 100 рублей, бывают такие за 400 у нас, по крайней мере, в Якутске, где обязательно написана рабочая температура плюс 120 градусов. То есть вот этот кабель греется максимум до 55, если вы поставите там за 100 рублей, грубо говоря, ну, я так думаю, она просто отклеится. Ну и тут рабочая температура от минус 20, в принципе, нормально. И вот такой вот я ставил в прошлом году. Только тот был на 160 ватт, а этот на 150 ватт. Тут 7-метровый. То есть дополнительно мы сделаем два контура. Будет один контур до минус 30 градусов, да, как сейчас, там 36-35. А второй буду подключать, когда надо будет минус 50 градусов. На улице будет, тогда буду второй контур через автомат просто включать, и у меня будет батарея, ну, 2 раза получается теплее, чем сейчас. Но как нам утеплить? Вот я вот сейчас понимаю, что утеплить не так будет легко, потому что здесь-то особо некуда пенофол проклеить. Я так, ну я по крайней мере не вижу так, куда его можно здесь проклеить. Вот так спокойно взять. Ну, конечно, если было бы у меня тут 5 дней, грубо говоря, я бы тут все утеплил по кусочку. Но такого нету, у нас есть буквально 2 часа. Мы должны это сделать очень-очень быстро. То есть вот это вот мы видим ребро жесткости, то есть сюда никак нельзя заходить кабелю. Ну, в принципе, я думаю, отсюда начнем и дальше вот до туда пройдемся. Такой вот кабель, это нам все не нужно.
Нам нужен только вот этот сам кабель. Он тут 7 метров всего лишь. Блин, надо было брать побольше. Ну, что-то я подумал в прошлый раз, что у меня тут очень все проклеено. Оказывается, не так уж и много. Ну, я думаю, будет достаточно, так как я уже в минус 60-50 ездил. И у меня температура была где-то минус 10, минус 15 градусов, не утепленная. Как только я укрыл Наташей, все стало гораздо лучше, намного. Ну все, сейчас приступаем. О, как раз. Ого. Ой. Это вообще супер. О! Профессионализм приходит с опытом. Спасибо центру за это. Так, ребята, мы поняли, как надо легче всего проклеивать. Сначала клеим на этот скотч, да, по центру, а потом вот так вот идем. Иначе получается вот это вот так вот такие вот косяки будут. Если видно, наверное, надеюсь, их не видно. Мы их проклеим заново. Вот так легче всего. Короче, в прошлом году мы проклеили, грубо говоря, то есть не проклеили, пенофол вот так вот, короче, поставили, да? То есть фольга была с наружной стороны. До сих пор не знаю, как правильно. В этом году мы попробуем это сделать вот так. То есть тепло, которое выходит, она отражалась и обратно в батарею уходила. Ну и, соответственно, тепло держало. В прошлом году мы вот так сделали. Как вы думаете, как правильно, более правильно пенофол, ну как, вот так сделать, грубо говоря, да, проклеить, либо вот так? Напишите, пожалуйста, в комментариях, как это сделать лучше. Ну, мы сейчас делаем вот так, грубо говоря, проклеить. Прямо до сюда. Ребята, что еще нужно понимать? В прошлом году родными болтами я пытался здесь затянуть по неопыту, да, как сказать, а просто я не знал. В этом году я уже подготовился и сразу купил на 2 раза длиннее, на 10, то есть, чтобы без проблем брать и затягивать болты. То есть, соответственно, и клипсы должны быть 2 раза длиннее. Как говорится, диванным мастерам всем привет, я тоже диванный мастер. Нифига это нелегко, тем более, когда весишь больше 100 килограммов и лазить под полторашкой. Так, ребята, работа закончена. Будем в течение 2-3 дней еще потом видео запилю, сколько итого стало температура батареи. Дай бог, чтобы получилось плюс 5 хотя бы, вышло за плюс 5. Ну, чтобы перерасчет шел, буду пытаться увеличивать сох. Вот работа вот так проведена, то есть мы ничего не проклеивали, просто пенофол 1,20 метров, да, то есть 1 метр 20 сантиметров ширина, просто проложили и затянули болты фольгой вверх, чтобы как его кабель, который нагревает, сразу тепло отдавал в батарею, поэтому возможно будет улучшение, потому что мы в прошлом году сделали вот так. И особо это не нагревалось. То есть было до минус 5 градусов. Никогда я не видел плюс 1, плюс 2. Это вообще как в сказках, как говорится. Сейчас как получится, так и сделаем. В любом случае будет в 2 раза мощнее у нас мощность кабелей. То есть в 2 раза теплее должно стать. Я так надеюсь. Хотя бы плюс 5. Все увидим в следующем видео, получится, не получится.